каждый человек так или иначе говорит на каком-то языке, и многие говорят на нескольких языках. У нас в регионе многоязычие более-менее массовое. Вот, значит, и поскольку язык нам дан как нечто само собой разумеющееся, люди часто считают, что они достаточно компетентны, чтобы что-то рассуждать о языке, о передаче языка, там, о развитии языка, о языковой политике, да. Практически у всех, особенно если в интернете почитать комментарии, есть мнения там, по этимологии, по социолингвистике. Вот. Происходит это потому, что язык мы знаем, грубо говоря, от природы, да, потому что общественные создания люди и общаются, то есть в языке реализуются, через язык передается культура, передаются знания. Вот, например, о химии также рассуждать сложнее, надо знать предмет. Да? Вот. И благодаря тому, что все вот так, сейчас тем более появился интернет, и люди там публикуют какие-то свои рассуждения, там, догадки, додумки, и другие люди это читают, не всегда представляя, что стоит за человеком, который озвучивает какие-то там свои идеи. Вот. И иногда всякие странные мысли становятся популярными, такие как, что называется, народная этимология, такие как идеи о том, что какой-то местный язык может спасти, не знаю, обязательный экзамен там, при вступлении в какую-нибудь должность, прочие такие вещи. Вот. И мы вот немножко поговорим о разных таких моментах. Вот. В мире на сегодня существует, говорят, около 6 тысяч языков. Почему около 6? Да? Казалось бы, 6 тысяч не такая большая сумма, чтобы не назвать точное число. Да? Вот, например, о каких-то других вопросах мы можем посмотреть список, да, там, сколько населенных пунктов в Северной Осетии, мы можем сказать точно, а не примерно, да, то есть некий список. Вот. Что касается языков, вот это около происходит из того, что, во-первых, не все языки до сих пор описаны, вот, есть малые языки в труднодоступных местах, которые, грубо говоря, неизвестны еще науке, вот, и все время находятся новые и новые языки. Вот. Кроме того, есть в лингвистике большая проблема, которая называется язык или диалект. Есть шутливое определение исследователя языка идиш, который, говоря, видимо, отсылаясь к тому, что идиш язык похожий на немецкий чем-то, да, иной раз обзывали диалектом немецкого, да, как бы не совсем языком. Вот он сделал такое шутливое определение, что язык – это диалект, у которого есть армия и флот. Вот. И действительно так, то есть решение о том, является диалект диалектом или является языком, это решение часто политическое. Вот, на каких-то близких нам примерах, если говорить о, скажем, украинском, белорусском языках, до революции, до ленинской национальной политики, они считались диалектами вместе с великорусским диалектом, считались 3 диалектами русского языка. И, в принципе, наверное, по своему состоянию, по своему статусу таковыми являлись. Потом, когда появились республики, стали развиваться литературные традиции на них, в принципе, сейчас было бы, наверное, ошибкой настаивать, что там белорусский – это диалект русского. Нет, есть письменная традиция, есть орфографическая норма и так далее, то есть вещи, которые должны быть у отдельного языка. На примере каких-то более исторически близких вещей, например, есть такая республика у нас в Российской Федерации, Мордовия, там существует мордовский язык, который долгое время назывался так, мордовский язык. Вот. И потом уже примерно после перестройки люди в этой республике решили, что они говорят на 2 идиомах, которые достаточно далеки друг от друга, чтобы считать их языками. Есть термин идиом, который в мужском роде, да, идиома – это идиоматическое выражение, а идиом – это некая знаковая система, которую можно назвать языком или можно назвать диалектом. И когда трудно определиться, язык это или диалект, пользуются термином идиом. И вот они решили, что внутри существует 2 идиома, которые давайте теперь будем называть языками. И сейчас, хотя иногда можно встретить выражение мордовский язык, чаще всего говорят ирзианский язык и макшанский язык. Макшанский как бы меньше по числу носителей, ирзианский больше. И раньше, когда говорили мордовский, чаще всего имели в виду ирзианский.
Вот. Похожая ситуация есть в республике Мариэл, там есть марийский язык, и выделяют два языка и две литературные письменные нормы. Это лугово-марийский и горно-марийский называются языки. Вот. У нас в Осетии существует, это, кстати, для кого-то будет открытием, существует два диалекта. Люди часто ошибаются, называют, из-за того, что есть такое субэтническое деление, которое цитируется в анекдотах и так далее, да, трехчастное, что есть вроде бы иронцы, дегорцы и кударцы. Так вот, если говорить о диалектологии, а не об анекдотах и не об этнографии, да, то, значит, диалектов два. Это, в большинстве работ выделяют два диалекта, это иронский и дегорский, и уже внутри них выделяются говоры и наречия, в частности, то, что называют кударской речью в простонародье, да, это кудараджавский говор иронского диалекта осетинского языка, официально правильно его называют. Хотя есть работы осетиноведческие, в которых авторы настаивают на том, что кударский можно было бы выделить в диалект. Наверное, можно было бы назвать его диалектом, если бы дегорский бы не считался диалектом, потому что отличия небольшие по сравнению с отличиями с дегорским. Вот. Есть книги, есть вообще литературная традиция на дегорском, вы, наверное, знаете, то есть книги, газета, театр, то есть довольно много атрибутов, в общем-то, более характерных для отдельного языка. И более того, есть произведения, лексикографические произведения, по меньшей мере одно, это Дегорско-русский словарь, в котором, во-первых, само по себе произведение описывает дегорский идиом как объект изучения, как словарь, можно сказать, языка. Да? И в предисловии составитель называет его дегорский язык. По-русски пишет дегорский язык, а рецензент пишет дегорский диалект осетинского языка. Это все под одной обложкой, то есть налицо некое обсуждение этого вопроса, не в такой стадии, как в Мордовии, где уже давно люди определились, что есть два языка. Да? Но там у них, опять же, это политический вопрос. Почему? Потому что финно-угорских языков много, и есть целый ряд языков, которые близки к арзянскому и макшанскому гораздо ближе, чем любой иранский язык к осетинскому. Поскольку у осетин нет родственников друг к другу более близких, чем между собой иронцы и дегорцы, конечно, такой разговор на том, что дегорский язык, иронский язык, например, он не особо прогрессивен. Хотя есть такие источники, в которых можно встретить словосочетание дегорский язык. Вот. И такие споры, связанные скорее с политикой, да, и с самоощущением народа, с менталитетом, с отношением идиомов между собой, да, с этим связано то, что точное количество языков в мире неизвестно. Но точно известно, что это число сокращается. Как это известно? Как вообще умирают языки? Языки умирают, конечно, наверное, в истории были случаи, когда языки умирали ввиду того, что их носители вырезали, скажем. Да? Но чаще всего языки умирают в связи с нарушенной передачей языка. Да? То есть, когда родители говорят на языке, их дети говорят на двух языках, а внуки говорят на одном языке, на котором не говорили, да, не говорило первое поколение. Вот. И со смертью последнего носителя, и во многих случаях известно, кто был этим последним носителем, известно его имя, там это все описано, есть магнитофонные записи и так далее, потому что редкие языки привлекают внимание лингвистов. И поэтому есть документальные случаи смерти конкретных языков, и, к сожалению, количество таких смертей становится все более частым, и говорить о том, что языковое разнообразие в мире сокращается, можно даже не зная общего числа языков, так скажем, да? Не определившись с тем, сколько языков на планете. Вот. И переходя, собственно, к осетинскому языку, можно вспомнить то, что все из вас видели в интернете, в газетах и, наверное, по телевидению. Это то, что ЮНЕСКО признала осетинский язык каким? Кто-нибудь вспомнил?
вымирающим, да, каким-нибудь еще, может, вспомнить прилагательное. Вот. Ну да, в общем, исчезающим или вымирающим я несколько раз такое встречаю, в том числе порой не в тему, да, то есть какой-то источник, там, ну не буду называть, некое интернет-издание, довольно серьезное, да, которое публикует местные новости, говоря о какой-то новости, связанной с осетинским языком, внезапно в конце, где принято подавать общую информацию о том, ну, что упоминается в новости, да, там, вот, пишут, что а вот ЮНЕСКО признала осетинский язык вымирающим. Ну, ни к чему, просто потому что тема новости про осетинский язык, да. Вот, лично мне кажется, что это, ну, дальше я скажу, что это не точное определение, да, не точная формулировка, но она еще и не полезная, да, потому что если мы все время будем говорить осетинский язык умирающий и так далее, есть такое понятие престиж языка в социолингвистике, да, престиж не в том смысле, что все им восторгаются, а то, как к нему просто относятся подсознательно, так скажем, да, и если все время говорить о языке, там, Елхот Тайдардер Накалы, там, еще что-нибудь такое. И вот то, что ЮНЕСКО признал, некий внешний важный авторитет признал, что язык уже вымирающий, да. В моих слабых силах тут ничего не поделать, все, я занимаюсь другими вопросами, да, правильно? Какой вывод человек может сделать подсознательно из того, что ему внезапно в новости там про словарь, про что-то еще в конце пишут, а вот еще ЮНЕСКО признал. Ну вот, говоря о том, как случилось это признание ЮНЕСКО. ЮНЕСКО составила, называется, атлас исчезающих и уязвимых, да, языков. И в этом атласе есть определенная градация, как в случае, например, с биологическими видами, тоже есть такая система. Есть исчезающие виды, вымершие виды, есть виды, которым грозит исчезновение, да, и тоже несколько степеней вот такой угрозы. И осетинский язык находится вот на самой верхней стадии, то есть по сравнению с русским языком, которому по классификации ЮНЕСКО не грозит исчезновение в обозримом будущем, осетинский язык признан по-английски называется vulnerable, да, то есть уязвимый язык, которому в потенциале что-то грозит. Да, то есть это совсем другой термин, и никакого признания того, что осетинский язык умирает, во-первых, нет, во-вторых, все познается в сравнении, все остальные языки республиканского уровня, кроме некоторых, у которых положение хуже, и они на статус ниже признаны, например, бурятский, да, все остальные языки, включая ингушский, чеченский, который часто в этой связи упоминаются, у наших соседей все хорошо, у нас плохо. Нет, они точно так же помещены в этот атлас с той же пометкой vulnerable, да, то есть уязвимый. Вот. И следующая ступень там definitely endangered, да, точно, которому грозит опасность. Вот. И только следующая ступень, это вот, собственно, вымирающие языки. Как выглядит вымирающий язык? Действительно, есть там 50 престарелых людей, которые известны чуть ли не поименно, с которыми работают лингвисты. И то бывают случаи, когда такие языки имеют продолжение, да, то есть некое промежуточное поколение, которое, когда приходит их очередь, когда они становятся старшими, они чувствуют как бы ответственность в себе и начинают говорить, тем не менее, да, потому что они становятся теми старшими, которые раньше только старшие говорили, пришло новое поколение, опять только они говорят. Есть анекдотический случай с, по-моему, алеутским языком при позднем царизме, да, там, в начале 20 века. Приезжает исследователь на острова и говорит, этот язык, по-видимому, скоро умрет, только старшие на нем говорят, молодежь не говорит, все перешли на русский язык. По-видимому, через четверть века языка не будет. Приезжает в 30-х годах исследователь советский и пишет, этому языку грозит исчезновение, по-видимому, через четверть века языка не будет. Да? И еще одно похожее описание, и как некий анекдот, вот публикуются эти 3 цитаты подряд, то есть часто даже, когда кажется, что все очень плохо, все еще бывает не совсем плохо, а вот в случае с осетинским языком, конечно, у него есть проблемы, их надо констатировать, о них говорить, какие-то решения искать, да? Но если говорить о том, что он исчезающий, вымирающий, это не те термины, во-первых, не точные термины, во-вторых, не полезные, это неправильный дискурс, который пользы не приносит сам по себе, да? Вот. И теперь критерий, почему вот осетинский язык был отнесен
к языкам, вот, которым грозит, у которых есть некая угроза, да, vulnerable, уязвимые языки, вот, это основная причина – это проблемная передача. То есть у многих носителей, которые говорят вроде бы по-астински неплохо, дети говорят плохо или никак. Вот. Эта ситуация называется ситуацией языкового сдвига, когда группа людей, культурная этническая группа, которая говорила на одном языке в течение нескольких поколений, иногда в течение буквально одного-двух поколений, переходит на более мощный язык с большим числом носителей. Вот. Языковым сдвигом сейчас многие ученые занимаются, потому что как бы актуальные процессы, которые происходят с языками в мире, да, такая современная лингвистика. И о языковом сдвиге важно знать, что языковой сдвиг происходит много где в мире, то есть это не уникальна наша проблема, и происходит он непонятным, так сказать, образом, не до конца понятным образом, потому что, казалось бы, в сравнимых условиях, одни и те же действия, которые предпринимаются как для защиты, для оживления языка, могут давать или не давать результат. Да? То есть нет вещей, которые точно спасают язык в ситуации языкового сдвига. Да? То есть как бы нет готовых рецептов, которые помогли бы любому. Вот. Вместе с тем есть некий положительный опыт, который нужно анализировать и пытаться как-то применить там в наших условиях. Ну, как примеры положительного опыта принято упоминать Испанию. В Испании при диктаторе Франко было очень плохо с поддержкой местных языков, вплоть до вроде бы прямых запретов на их использование. Это каталанский язык, баскский язык, там, по-моему, астурийский. То есть несколько языков. Наиболее известный язык, конечно, каталанский. И сейчас у каталанского языка вроде бы немножко лучше, чем было раньше. И есть картинки как бы обращенной демографической пирамиды. Да? То есть когда у старших число владеющих, процент владеющих был больше, потом сокращение, у среднего поколения меньше, а у младших чуть-чуть больше. То есть были предприняты какие-то меры, в основном связанные с реформами образования, с введением в образование местного языка, которые привели к тому, что среди младших процент населения больше, чем среди поколения их родителей, скажем. Да? То есть там 20-летние владеют языком чаще и лучше, чем 50, например, 40-летний год. Но в то же время там сохраняется проблема. Да? То есть там тот же каталанский язык, там Каталония это такая экономически успешный регион. В этом смысле это довольно трудно сравнивать Каталонию с соседей. Каталония это Барселона, это мировой известности огромный кластер, да, огромный такой регион, очень важный для Испании в целом. Там есть внутренняя миграция, из, так сказать, внутренней Испании в Каталонию. И часть из этих людей потом учат каталанский язык. И у каталонцев есть еще интересная местная особенность. У них каталанский язык является, насколько я так себе представил, насколько видел упоминание этого в популярной культуре, является основным маркером этничности. То есть в теории человек, который попадает в Каталонию, если он говорит по-каталански и как-то ассоциирует себя с Каталонией, то он воспринимается как каталонец. Вот, то есть у нас в русской традиции, возможно, как следствие указания национальности в паспорте, хотя мне трудно судить поэтому не только, но у нас, конечно, этничность передается как бы по крови. Да? То есть если человек родился не в осетинской семье, и он начнет утверждать, что он осетин, это как-то немножко скептически будет восприниматься обществом. Ну и таких особо случаев, наверное, бывает. Вот, то есть как бы ты, если ты выучил язык, то ты выучил язык. Все. Вот, то есть сравнивать ситуации не всегда легко. И есть случаи возрожденных языков, как бы умерших. Да, это вот ряд кельтских языков,
язык, по-моему, на острове Мэн, у побережья Великобритании, где язык умер, и корнуэльский еще, да, то есть язык юго-западной конечности Великобритании, вот, оба эти языка кельтской группы. Ну, вот, и есть некая группа людей, которые сейчас на них говорят, но мне, честно говоря, эти примеры не очень нравятся тем, что, ну, как бы, если язык умер, то он умер, да, и то, что люди там как-то, пытаясь найти в других словарях или в родственных языках какие-то решения, начинают на нем говорить, это, можно говорить, что это как бы плановый язык. То есть язык фактически искусственного происхождения, даже если он на материале там какого-то живого. Вот. Какие-то похожие попытки есть в Австралии. В Австралии сотни языков и ну, как бы аборигенов. И многие из них считаются мертвыми, на других там говорит там, 10 человек или 100. Вот. И они делают какие-то попытки ревитализации, какие-то больше похожие на какие-то ритуалы. Да? Например, люди там запоминают по одно-два слова на местном аборигенном языке, как некая дань вот аборигенному населению, которое в этом месте жило до них. Но это не совсем, конечно, способствует полноценному возрождению языка, но зато это хорошая иллюстрация того, как выглядит исчезающий язык. Да? Исчезающий язык, таких примеров очень много в Австралии, там практически нет ни одного, ну, живого в полном смысле слова языка. Есть аборигенный так называемый креол, но по сути это язык на основе английского языка, там, с немножко своей грамматикой, там, с немножко лексикой из разных аборигенных языков, но это немножко другое дело. Вот. И, значит, проблемы с естественной передачей у осетинского языка и как возникает проблема естественной передачи, как она изначально возникла. Многие родители исходили из представления о том, что ребенку нужно выучить русский язык, чтобы достичь какого-то успеха в жизни, да? Ну, скажем так, во второй половине 19 века, может быть. Вот, и тогда началась вот эта тенденция, когда родители старались, да, и приводило это нередко к тому, что русский язык осваивался в ущерб осетинскому языку. И до сих пор можно увидеть такие странные картинки, когда с маленькими детьми, которые еще не совсем говорят, в принципе, на каком-нибудь языке, старшие пытаются говорить на русском языке, которым они явно не вполне владеют. Да? То есть с ошибками, с очень тяжелым акцентом. Человеку явно тяжело. Ребенку 1,5 года. Обратись к нему по-осетински, так как тебе легче это сделать, казалось бы. Да? И вот тут важно избавиться от вот этого стереотипа о том, что владение одним языком исключает из жизни человека другой. Да? Слотов под языки у нормального как бы разъемов, да? Под языки у нормального человека примерно 4. Да? То есть 3-4 языками человек может владеть достаточно свободно, то есть переключаться и актуально их поддерживать. Знать можно больше языков, есть вот полиглоты, у которых там 20-30 языков. По-видимому, истории про людей, которые знали 100 языков, это анекдоты, есть интересные исследования на эту тему. Но вот знать там больше 10 языков на уровне там свободного чтения текстов и так далее можно, а на уровне вот свободного переключения, когда подходит один человек, говорит на языке, ты ему отвечаешь, подходит другой на другого говорит, отвечаешь, можно, по-видимому, 3-4 языка, это в пределах возможностей всякого человека. Ну, вот, поэтому люди могут, дети, да, могут осваивать 2 языка свободно, и даже больше, как мы видели сегодня, да, совсем много при определенном подходе. Вот важно вот как бы не думать, что переходя на русский язык, люди, которые владеют, казалось бы, осетинским, обеспечивают лучшее будущее своим детям. Сейчас, тем более в городе, преобладает русскоязычная среда, и если даже в семье совсем не будет звучать русский язык в жизни ребенка всякого случится. Да, через язык общих
совместных игр с детьми, через образование и так далее. Более того, он выйдет на первое место в любом случае. И с общевладикавказским акцентом ребенок будет говорить, да, на русском языке. Ну, достаточно чисто, уверенно, не путаясь в падежах. Это совершенно точно. Вот. И истории, когда люди недостаточно хорошо владели русским языком, это история о том, что люди жили в исключительно остиноязычной среде и просто не сталкивались в достаточной мере с русским языком, поэтому так разговаривают. Это не значит, что из-за того, что они знали осетинский язык, они не знали русский. Вот. И вот если говорить о предрассудках, связанных с соседством, да, вот очень часто в обсуждениях, связанных с осетинским языком, в интернете можно встретить какие-то утверждения о том, что в соседних республиках дела с местными языками лучше, чем в Осетии. Ну, во-первых, это не так, да? То есть все языки Кавказа попали вот в эту классификацию уязвимых в атласе ЮНЕСКО, то есть у них есть проблемы с передачей, у них у всех есть переключение кодов, да? То есть многие носители говорят на бытовые темы на местном языке и переходят на русский язык, когда говорят об экономике, политических новостях и так далее.